В эфире новости. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. Триколор как символ нового пути и принятия многовековой истории великой державы. День российского флага отмечается сегодня. Обновленный пакет северных льгот планируют подготовить до конца года. Какие решения Якутии могут подхватить федеральные власти? И дополнительная поддержка педагогов в новом учебном году. Федеральную доплату будут получать классные руководители. День государственного флага России отмечается сегодня. Праздник учрежден в 1994 году по указу президента страны. Исторически российским флагом считается бело-сине-красное полотнище, которое подняли на первом русском корабле «Орел». Произошло это во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. Советская Россия в 1918 отказалась от трехцветного флага и заменила его красным знаменем. Во время событий августа 91-го в Москве над Белым домом был поднят исторический триколор. В том же году флаг был утвержден съездом народных депутатов. Глава Якутии Сан Николаев поздравил жителей республики с праздником, отметив, что установление триколора одним из государственных символов современной России стало свидетельством обретения нового пути развития. Вместе с тем, ответственного и достойного принятия многовековой истории великой державы. Пусть наша страна уверенно идет по пути динамичного развития, счастья и благополучия каждого россиянина будут незыблемыми приоритетами в реализации государственных целей и задач. Пусть над мирным небом гордо реет государственный флаг Российской Федерации, говорится в поздравлении главы региона. Якутские спортсмены присоединились к акции «Я россиянин», приуроченной ко Дню государственного флага. Свои поздравления они записали на мобильные телефоны. Предлагаем послушать теплые слова в адрес земляков. 22 августа отмечается один из самых значимых праздников для нашей страны – День государственного флага Российской Федерации. Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, новых побед и свершений в труде во благо нашей страны. Пусть флаг Российской Федерации развивается над нашей единой и мирной страной. Приветствую всех! Поздравляю вас с Днем государственного флага России. Российский флаг – это символ единства, силы, процветания и благополучия нашей страны. Наш флаг – это наша история, это подвиги наших дедов и прадедов и достижения тех, кто хранит и развивает Россию сегодня. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и счастья. Берегите себя, своих близких, свое Отечество. Добрый день, дорогие гости и жители Республики Саха и города Якутска. В этот день поздравляю всех с Днем государственного флага, от спортивного сообщества и всех спортсменов. Желаю вам счастья, здоровья, удачи. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Российский флаг наравне с гербом и гимном является главным символом нашей великой страны. Олицетворяет могущество и величие нашего Отечества. Сегодняшнюю Россию невозможно представить без бело-сине-красного флага. Его знают и уважают во всех уголках мира. Триколор объединяет в себе все лучшие традиции Отечества, славное прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Сложно передать словами то чувство, которое испытываешь каждый раз, когда выступаешь под российским флагом и почетно зовешься российским спортсменом. Это словно окрыляет, придает сил и уверенность, воли к победе. И пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за нашу страну и за наш государственный флаг. С праздником, Россия! С праздником! Традиционно в этот день по всей стране проводятся различные мероприятия, посвященные российскому триколору. Какие праздничные события сегодня прошли в столице региона, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, большая часть программы Дня российского флага в столице региона прошла в дистанционной форме. Но это не помешало патриотам своей страны проехать с российским триколором по главным улицам города. Сегодня вместе с афганцами, вместе с активистами, леди, автоледи, там у нас разные
группа составлена. Это абсолютно добровольно люди пришли выразить свою гражданскую позицию, показать свое патриотическое отношение к своему флагу, своей родине, своей республике. При этом участники автопробега не мешали другим участникам дорожного движения. Соблюдались все меры безопасности. Помимо этого, представители ОНФ также посетили общеобразовательные учреждения столицы, где вывесили на фасадах зданий российский флаг. Сегодня мы побывали в 6-й общеобразовательной школе, 33-я школа подключилась и ряд других школ, на фасадах зданий которых мы вывешивали флаги. Задача, да, то, к чему мы стремимся, развивать патриотизм у молодежи, у детей. Поэтому задействуются общеобразовательные учреждения, чтобы дети видели, что мой флаг – моя гордость. Ну а пока ОНФ пестрил с российским триколором на улицах столицы, музей имени Ярославского с самого раннего утра подготовила для своих посетителей мини-выставку про флаг России, которая будет доступна для гостей города еще одну неделю. Сегодня, в день флага Российской Федерации, мы поставили выставку, посвященную этому дню, и проводим ознакомительное небольшое мероприятие, а также викторину для случайных посетителей, которые приходят к нам. Также еще одна акция, приуроченная ко Дню флага страны, была запущена еще 19 августа Общественной палатой республики в социальных сетях. Сегодня организаторы мероприятия, подводя итоги, сообщили, что их поддержали не только жители республики, но и якутяне из других городов и стран. Акция проводится с целью единения в целом вообще населения, граждан нашей республики, нашей страны, так как флаг является символом нашей страны. И каждый, в том числе ребенок, школьник, я как человек, который работает непосредственно с детьми, мы считаем, что формирование гражданственности, патриотизма нужно начинать именно с детского возраста. Поэтому эту акцию в первую очередь, конечно, поддержали наши дети. Всюду жизнь привольна и широка, точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Ну а завершит сегодняшний день праздничная иллюминация телевышки, которая будет гореть 3 цветами российского флага. Башня будет проецировать огни триколора с 21 до полуночи. Дмитрий Тымыров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Выплаты на покупку жилья получат якутяне, которые проживают на постоянной основе в помещениях, непригодных для жизни. Вышло соответствующее постановление правительства республики. Оно нацелено на оказание господдержки тем гражданам, которые трудились на промышленных предприятиях республики в советский период. Сейчас в Якутии идет работа по выявлению семей, до сих пор на постоянной основе проживающих в блок-контейнерах, строительных вагончиках, балках и бараках, говорится в сообщении Минстроя. Средства, полученные в виде социальной выплаты, эти семьи смогут направить на приобретение жилья, уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту или оплатить договор участия в долевом строительстве. Обновленный пакет северных льгот планируется подготовить до конца года. Об этом сообщили представители Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Новые меры поддержки смогут помочь оставаться специалистам на местах, а также привлечь в регион новых людей. Какие якутские решения могут подхватить федеральные власти? Об этом в материале Максима Кардозу. Ни для кого не секрет, что в Арктике дефицит квалифицированных кадров и не хватает не только учителей или врачей, необходимы специалисты и рабочих профессий. Эксперты предлагают мотивировать молодых людей оставаться на местах или переехать в Арктику целым пакетом новых мер поддержки. Специалисты представят его в октябре главе Минвостокразвития. В него войдут успешные проекты, предложенные регионами. Есть в этом списке и якутские программы. Якутия, да? Опять же, программа «Молодой оленевод», да? То есть она, это дает 1 000 000 рублей на жилье молодым людям до 35 лет. То есть это опять привлекает людей для работы в этой сфере, да, то есть чтобы коренные народы севера занимались своим традиционным видом деятельности.
Привлечь новых жителей в Арктику могут традиционно высокие зарплаты, но сегодня этого недостаточно. Нужны и достойные условия жизни. Это развитая инфраструктура, комфортная среда. Причем нужно строить жилые дома и общественные пространства с нуля по современным стандартам. Также важно обратить внимание и на гендерный подход. По мнению экспертов, о женщинах при планах освоения Арктики часто просто забывают. Если, допустим, приезжает на работу мужчины, то, естественно, что должны работу женщине тоже как-то обеспечить. Нельзя забывать о гендерном подходе. Как показывают зарубежные исследования, по России просто таких мало. Как правило, жить или не жить в Арктике принимает женщина. И в Гренландии, например, именно по этой причине в основном живут мужчины. Некоторые уезжают вслед за женщинами. Также эксперты отмечают, о программах поддержки на севере нужно грамотно рассказывать людям. Например, многие иронизируют над арктическим гектаром, мол, что делать с куском земли в тундре? Но ведь Арктика большая и разная, и вариантов для жизни или бизнеса там тоже очень много. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва, Якутск. С работой государственных учреждений спорта, а также готовность спортобъектов столицы к работе в условиях пандемии рассмотрел исполняющий обязанности премьера Якутии Андрей Тарасенко. Он посетил Дворец спорта 50 лет Победы, спорткомплекс Дахсун, бассейн Чолбон и другие объекты. Руководитель Кабмина дал поручение Министерству спорта и всем руководителям спортивных учреждений держать на контроле вопрос закупки и установки специального оборудования для профилактики коронавируса. Также Андрей Тарасенко обсудил планы по поэтапному открытию объектов с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. В первую очередь предлагается открыть бассейны. За минувшие сутки в республике выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова сегодня на брифинге об эпидситуации. Так, 23 случая зафиксировали в Якутске, в Мирнинском районе 4 заболевших. В Алданском и Нюрбинском улусах по 3 новых случая. В Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Нерюнгринском районах зафиксировали по 2 заболевших. И по одному в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Ленском, Оленёкском, Татинском, Хангаласском, Чурапчинском районах. Все их ближайшие контакты выявлены и изолированы. Кроме того, Елена Борисова рассказала о массовой вакцинации населения от ОРВИ и гриппа в Якутии. Она начнется 27 августа. Также на следующей неделе в детских садах региона стартует программа профилактического осмотра. Сегодня основной задачей, конечно, для всех органов является подготовка к образовательному процессу. Очень активно ведется подготовка в школах и детских садах. Я хочу сказать, что мы не требуем справки для поступления ни в первый класс, ни в детский садик. Сегодня медицинскими организациями подготовлен проект по профилактическим медицинским осмотрам, который уже начинает стартовать со следующей недели в детских садах. То есть непосредственно мы будем приглашать деток туда по очереди с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. А первоклассников мы начнем проводить медосмотр с 1 сентября. Всего планируется в течение года провести без привлечения в медицинские организации непосредственно на местах всех детей, всех возрастов в школах и в садах. Доплату в размере 5000 рублей будут получать классные руководители в Якутии с 1 сентября. При этом сохранятся все выплаты, которые педагоги получали ранее за классное руководство на республиканском уровне, сообщается в телеграм-канале вице-премьер региона Ольги Балабкиной. Ранее стало известно, что правительство России по поручению президента Владимира Путина выделит более 200 миллионов рублей на ежемесячную доплату классным руководителям. А всего на эту меру поддержки в текущем году направят порядка 25 миллиардов рублей. Также в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной есть информация и об учебе студентов. Полностью очная форма обучения организована в СФУ только для первокурсников. Связано это с эпидобстановкой. Студенты со 2 по 5 курса будут сочетать очное обучение с дистанционным. Напомню, в школах Якутска в текущем году применят 3 формы организации образовательного процесса. Традиционная очная, смешанная и дистанционная. В этом году в одном из самых отдаленных населенных пунктов республики, селе Толон, заасфальтировали улицы. В рамках соглашения между компанией «Сургутнефтегаз» и администрацией Ленского района в селе привели в порядок 25 километров дорог. Власти считают, это станет большим стимулом для социально-экономического развития всего наслега. Подробности у наших коллег.
Гладкий, ровный и без ям. Такую дорогу жители села Ленского района не видели. В 2018 году от места рождения Талакан до Талона была построена автодорога, отсыпанная щебнем. В этом году ее заасфальтировали. Теперь впервые приступили к асфальтированию улиц. Для местных жителей это большое и значимое событие. Мы очень радуемся, жители особенно, сколько мы раз ставили этот вопрос на районном уровне, на уровне республики. И, наконец, наша мечта сбылась. От Талона до Ленска 345 километров. В Талонском наследии проживает, по последним данным, 460 человек. Основным видом транспорта для них в теплое время была лодка. На машине можно было ездить по селу и его окрестностям, но по ухабам. Сейчас на авто по ровному асфальту можно доехать прямо до своего дома. Сейчас в данный момент занимаемся съездами к местным жителям, чтобы более удобный был выход на дорогу и сход с дороги, соответственно, к частным домам, к садику, к школе, к администрации. То есть занимаемся окончательным наведением порядка по благоустройству поселка Талон. Решилась проблема с завозом строительных и горюче-смазочных материалов. Машины скорой помощи смогут приезжать к пациентам быстрее. А еще в селе теперь началось активное строительство социальных объектов. Благодаря этому, в том числе, у нас интенсивно ведется работа по строительству школы с интернатом и детским садом в этом селе. Потому что если бы не было дороги, то доставить туда груза можно было только по зимнику либо водным транспортом. Социальное партнерство власти и крупных предприятий – основа для развития отдаленных территорий республики. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.